Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон, мои дорогие зрители. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто и что скоро войдет в вашу жизнь? Пожалуйста, мои дорогие, настройтесь на гадание, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто и что войдет в мою жизнь в ближайшее время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать вам самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Итак, давайте сначала посмотрим, кто скоро войдет в вашу жизнь. Кто скоро войдет в жизнь моих любимых зрителей. Так, здесь несколько людей, очень важных людей, два человека. Один идет, скажем так, как в службу, другой идет как в дружбу. Да? Дружба у нас может быть как сердечная, так и понятно, да, вот все мы люди, все мы можем и умеем дружить. Смотрите. Эти люди, они буквально тут несколько периодов времени, они будут входить в вашу жизнь. Вот. Здесь я еще вижу людей, которые вот проходящие, и людей, которые, например, вам уже знакомы, да, из вашего, скажем так, прошлого. Начну я с того человека, который идет как, скажем так, вам друг, и этот человек, он идет как защитник, друг, товарищ, спаситель, не знаю, наставник. Человек очень важный, очень важный. Этот человек, он просто стремительно ворвется в вашу жизнь. И, кстати, человек вот избавит вас от каких-то неприятных моментов, от каких-то опасных моментов. Благодаря этому человеку вы избавляетесь от острых углов и действительно от опасности. Вот что идет. Здесь я у вас вижу опасность, она очень острая, понимаете, очень какая-то острая ситуация, там, где вот прям на грани жизни и смерти идет, да, вплоть до того, что там человек может вас там в последний момент от чего-то отговорить, действительно для вас очень катастрофичного, да, либо там вас хотели обмануть, а благодаря этому человеку вот вы избежали. Тут очень плохой момент, да, скажем так, да, у каждого будет по-своему, но понимаете, что человек вот именно спаситель, который он и душу вашу спасает, и ресурсы ваши спасает, и вообще вот он в помощь вам послан. Вот так вот идет. Человек этот очень необычный он по своему какому-то внутреннему миру. Он выглядит очень легким, вернее, как выглядит, да, как он относится к жизни. Кажется, что он легкий, несерьезный, поверхностный, такой, знаете, по верхушкам ходит, скажем так, да. А на самом деле невероятная сложная конструкция у него внутри. И человек вот этой легкостью, он просто защищает свое сердце, защищает свою душу. Поговорим с этим человеком там час, да, вы поймете, кто перед вами, насколько это глубокий, конструктивный человек, и насколько он мудрый, насколько он, понимаете, насколько он правильно видит и ощущают эту жизнь, понимаете? Человек действительно достойнейший, просто достойнейший. Вы потом не раз будете благодарить судьбу за то, что этот человек вошел в вашу жизнь. Смотрите, второй человек, он идет вам во службу. Вот он, этот человек. Вот первый человек, вот второй. Оба они по горизонту. И, кстати, вот буква В. В буква, это может быть знаковая, значимая, да, вот может быть там имена, инициалы, что-то связано именно с этой буквой. Но опять же таки по сферам, да, влияние на вашу жизнь. Вот этот первый, он прям будет доминировать в вашей жизни, вот сфера влияния, да. Он, как по максимуму будет присутствовать во всех, скажем так, сферах, которые вот возможно, да, вот человеку близкому войти. А второй человек, он в одной сфере присутствует, и этот человек, он больше идет как, скажем так, может быть ваш какой-то непосредственный руководитель, может быть там наставник ваш, может быть человек, который, скажем так, будет вас чему-то обучать, да?
будет давать вам знания и будет вас учить верить в себя. Понимаете, у вас вот в вас в голове есть какие-то пределы. Все мы знаем, что нет предела, вернее, предела совершенству, да, и этот человек будет вас именно этому и учить. Он будет давать вам мысль о том, что вы очень достойный человек, и у вас очень много скрытых талантов. Он будет пытаться вас научить раскрывать эти таланты, не бояться их показывать миру, не бояться проявлять себя. Может, не всегда это учение будет каким-то, скажем так, легким и простым, но тем не менее, поверьте, благодаря общению с этим человеком у вас действительно жизнь, ваша рабочая карьера может поменяться вот в корне, да, вплоть до того, что этот человек вас действительно обучит каким-то очень важным и невероятным знаниям. Так что, мои дорогие, как бы там вам ни казалось, что на вас там кто-то давит, знайте, что это идет именно во благо вам. Здесь я вижу у вас два человека из вашего прошлого, из вашего давнишнего прошлого. Они как-то активизируются в вашей жизни. Не знаю, найдут вас, может быть, в социальных сетях, может, через кого-то, может, даже в гости как-то случайно, да, нагрянут, либо вы с ними столкнетесь. Два. Они, скорее всего, в паре, либо в браке, то есть они вместе, да, либо вместе как-то вы с ними встретитесь, да, они как-то вместе возвращаются. Вот два человека, связанные одним телом. Но, честно скажу, пользы от них не ждите. Они вот как придут к вам, посмотрят, где я там могу поиспользовать, да, эти знакомства, эти связи. Если поймут, что с вас брать, скажем так, нечего, то они также быстро иритируются с вашей жизни. Поэтому будьте к этому готовы и особых планов на этих людей не стройте. Так, еще я вижу, что у вас очень так прям ярко откроются глаза, широко откроются глаза. Будете смотреть на то, что происходит с вашим окружением, да, вот на многих людей, которые в вашем окружении, вы посмотрите именно под другим углом и поймете, хорошие люди, плохие, достойные, недостойные, то есть вот как истина, да, кто эти люди и что им нужно. Не пугайтесь, что увидите, что не все люди достойные, это не значит, что с вами что-то не так, это просто, такие обстоятельства жизни, да, и так бывает, понимаете, так бывает, и переживать из-за этого не стоит. Главное, чтобы вас окружали именно хорошие люди. Доверяться тоже всем не стоит, это тоже нормально. То есть, понимаете, дружить со всеми это практически невозможно, да? То есть об этом помните и не расстраивайтесь, не переживайте. Так, еще по новым людям, я не знаю, это какой-то знакомства, вот есть много каких-то вот таких вилочек у вас, да, где у вас именно вилочки, да, вы от одного комьюнити уходите, в другое входите. Здесь, не знаю, какие-то интересы, может, общие, может быть, какие-то паблики, форумы, да, вот какое-то такое, больше как и интернет-общение. А может быть, даже вы пойдете на какие-то курсы, на какие-то кружки, да, там, по интересам. То есть тоже вот какие-то люди, они тоже как проходящие, да, но тем не менее, да, каждый человек, входящий в вашу жизнь, он делится с вами какой-то маленькой частичкой своей энергии. Так что смотрите по сторонам, запоминайте, понимайте, что случайных людей вот на вашем жизненном пути их нет. Все. Даже те, которые там зашли на день, на час, да, они все для чего-то. Они все учителя, чему-то вас учат. Вот так вот идет. Увидите какой-то конфликт, увидите, как люди могут быть злы, как они могут конфликтовать. Но вы как зритель смотрите, да, и это не ваш конфликт, он вообще к вам никак не относится, но для вас это идет как наука, да, вот что люди могут быть такими и могут так себя проявлять и вести. А вам, конечно же, туда и вмешиваться не стоит. Вот так вот, мои дорогие. Так, людей я у вас увидела много, но основных, еще раз запомните, два человека, которые действительно могут повлиять на вашу жизнь и на вашу судьбу. Так, теперь я буду смотреть, что постучит, что будет влиять, что события, там, происшествия, случайности, что. Так, что, здесь я вижу у вас дорогу. Дорог одна вот какая-то центровая, важная, да, которая вот прям будет подгонять вашу лодочку жизни. А вторая дорога, она, скажем так, дорога знаний. Вот дорога знаний, она будет самой сложной, потому что на знания вам нужны будут ресурсы. Ресурсы могут быть как и материальные нужны, так и, скажем так, ресурсы, которые там время, возможность, да, вот такого плана. Но вам расстраиваться не надо, потому что
Это вам судьба. Судьба вот именно эту дорогу обучения пройти, чтобы стать совсем другим человеком. Здесь у вас, видите, волк вышел. Волк, который воет на Луну. Кто смотрит мои гадания, знают, что волк — это вообще самый лучший знак, который может выйти на песке. Это знак высшей силы, которая вас ведет. Вас высшие силы подводят к этому пути, к пути знаний, к пути просветления, да, пути получения информации. Так что, мои дорогие, знайте, что вам это по судьбе. По судьбе. И даже если будет казаться, что все невозможно, не могу, нет сил продолжать, все равно будут находиться люди, обстоятельства, которые будут заставлять вас именно пройти обучение. Здесь я вижу, что ну прям 100%, да, вот какое-то обучение нужно пройти. Это может быть как и фактическое обучение, так и формальное, да, номинальное. То есть что-то новое придется постичь и узнать. И вам, ну, никуда не уйти от этого, понимаете, никуда, мои дорогие. И это вам во благо, понимаете, вы этого не чувствуете, вы этого не ощущаете. Вам просто кажется, что ну, бесполезная трата времени, сил и денег. Да? А на самом деле в будущем вам это очень сильно скажется, очень сильно вам как в помощь придет. Так, еще момент здесь. Будет передано вам нечто. Это какой-то предмет какой-то вот... Ой, даже не знаю, что это за предмет. Предмет необычный, он небольшой, ну такой какой-то, да, но он какой-то важный. Важный предмет вам будет передан от человека, который к вам хорошо относится. Может быть, от кого-то из близких, из родных людей. Так, еще здесь момент у нас вашей трансформации. Понимаете, здесь вы проходите трансформацию, и в этой трансформации у вас, понимаете, формируется новые представления о себе, о жизни, об окружающем мире. Вам ни в коем случае нельзя из этой трансформации выходить. И в процессе вот этой трансформации старайтесь вот в физическом плане, да, ну даже вот в эмоциональном плане не тратить себя ни в коем случае. Вот то, что ваше ресурсное, не отдавайте ни под каким предлогом, да. Потому что если вы вот будете идти по этому плану, когда вы отдаете, то вы можете себя просто вот раздать, да, и вот в таком перевернутом положении выйти просто не то чтобы в ноль, в минус по здоровью, по эмоциям, по состоянию, по ресурсности, вот прям потерять все на свете. Так что старайтесь держать все в себе. И, конечно же, понимайте, что то, что у вас не получается с первого раза, обязательно получится позже. Я вижу, что у вас вопрос у многих здесь какой-то юридический. Я, честно, не понимаю, что это, но, возможно, какие-то суды, какие-то выяснения, какие-то прояснения. Этот вопрос, он зависший и будет еще какое-то время подвисать. Понимаете, всему свое время. Торопить не нужно, спешить не нужно. Дождитесь своего времени, а оно обязательно придет. Фемида, пока она, ну, скажем, не вышла в центр, да, она у вас по бортику идет, по бортику, и руки у нее пустые, да, нету у нее вот этих весов, которые укажут на справедливость к вам. То есть, если вы сейчас будете спешить прояснить какую-то ситуацию, там, ускорить какие-то судебные вопросы, к сожалению, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае это будет задержка, в худшем случае это может быть решение не в вашу пользу, да, либо вообще какое-то спорное решение, которое действительно придется еще раз оспорить. Так что, мои дорогие, не торопите события. Что касается людей, у вас там все замечательно. Что касается событий, случаев, да, то тут, конечно, вам спешить ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Так, любимый человек, я не знаю, любимый человек что-то для вас придумал. Какую-то поездку, какое-то путешествие, что-то он будет вас уговаривать. Не знаю почему, но вы как будто бы не соглашаетесь, да, как будто бы у вас какие-то другие дела, планы, ну, либо вы говорите, там, не время, да, у меня там куча дел и забот. Что я вам хочу сказать? Если эта поездка, она там кратковременная, да, там неделька, то следует взять любимого человека, деток, если у вас есть, и, конечно же, поехать отдохнуть. Если это вообще там на один день поездка, то тоже соглашайтесь, потому что вы хорошо проведете время и с любимым человеком сохраните хорошие отношения, поможет вам сблизиться, и с детьми побудете, да и вообще настроение у вас пойдет вверх. Поездки очень вам будут, ну, прям по душе, понимаете, вот так вот. Так, дорога вашей жизни сейчас будет немножечко как петлять, потому что трансформацию проходите, да? И главное, чтобы вы не спешили, не спешите ее закончить. Пусть все идет своим чередом, пусть все идет так, как положено. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь, да? Вам это ни к чему. И
мои дорогие, уж не знаю, как вам это сказать, да, но я вижу, что здесь во главе всего, как венец, да, идет вот бараньи рожки. Это ваше упрямство, мои дорогие зрители. Убирайте это упрямство, боритесь с собой, не позволяйте этому упрямству доминировать и брать верх. Почему? Потому что, ну, из-за этого можете попадать в неприятные ситуации. То есть не ситуации будут плохие вокруг вас, а именно ваше упрямство, которое не будет позволять вам, ну, добиваться своей цели. Вот что идет. И еще я вам хочу сказать, что я вижу у вас достаточно худую лошадь. Худая лошадь — это у нас, ну, каким-то тратам. Понимаете, траты у вас будут, которые вот, скажем так, может быть, вам придется какой-то даже там долг брать, да, кредит какой-то брать, вот на такие траты. Но есть человек, который может вам дать хороший совет, стоит вам делать или нет. Прежде чем идти на такие поступки, вот вы чего-то хотите и понимаете, что денег вам не хватает, а нужно, там, например, влезть в кредит, либо там долговую расписку написать. Вы поговорите с этим человеком. Это кто-то из вашей семьи, кто-то из ваших близких, либо хороший, добрый друг. И этот человек даст вам хороший совет. Вот так вот, мои дорогие, идет. То есть здесь вам лучше всего избегать именно каких-то долговых обязательств, по крайней мере, в ближайшее время. Вот, понимаете, что эта лошадь, она очень худая, и, ну, она не к добру, понимаете, не к добру. Вот хотелочку вы свою удовлетворите, но потом будете об этом сожалеть. Извините, но так я вижу. Еще раз повторюсь. Вам никуда спешить не надо. Все делайте опосредованно. Все вот принимайте, не знаю, с такой вот передышечкой. Да, вздохнули, выдохнули, слово сказали. Да. Если какое-то решение, досчитайте до 10, подумайте все за и против, принимайте решение. Идете из дома, 2 минутки сядьте, посидите, подумайте, все ли взяла, все ли у меня есть, после этого идите. Вот убираем всю вот эту суету и спешку, и будет прекрасный результат. И не упрямимся, потому что упрямство, вот оно прям венцом у вас идет. Мои дорогие, все будет замечательно. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.